Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui une grande nouvelle pour notre pays. La France est championne du monde. Так звучала бы новость о чемпионстве французов, будь мы где-то в районе Страсбурга. Готье Дирамбит как раз оттуда, на телевидении, первый раз. Я думаю, что будет просто как большой стол, и люди привезли стол, но вижу, что не так совсем. Не так себе представлял? Нет. Не удивляйтесь и поверьте нам, это не актер. Готье в свои 18 уже знает 4 языка. В Россию приехал впервые, в Казань попал случайно. Отсюда его учительница по русскому. Она-то и помогла парню с поездкой по обмену. Путешествие перевернуло у Готье все представление о России. Люди полностью нормальные, медведей на улицах нет, и так далее. Но это не так сумасшедшие, как люди во Франции думают. В Казани Готье только второй день. То ли от усталости, то ли от скромности. Он, кажется, немного стесняется. Помогает раскрыться, учит татарскому и знакомит с городом гости из Франции Данил Паранин. Я бы хотел сказать, что сегодня я приготовил самый вкусный завтрак для моего гостя-француза, поэтому приходите ко мне, я очень вкусно готовлю, оставайтесь с нами. А ты уже попробовал завтрак? Да, я попробовал, но сложно это есть, потому что во Франции мы менее ем. Семья Данила приняла у себя уроженца Страсбурга. Во время 10-дневного путешествия почти ровесники узнают лучше не просто друг друга, но и поймут, что же у них общего и чем французская молодежь отличается от татарстанской. Многие программы, те же самые новости, они в прямом эфире идут. За час экскурсии Готье не сделал ни одной фотографии. Внимательный взгляд на мониторы и бесконечные разговоры. Он привык проводить время с пользой. О нашем телеканале обещал рассказать друзьям во Франции и после службы в армии подумать о профессии журналиста. Салават Ухмадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.